183 царских золотых червонца с изображением Николая II от 1889 года купил 50-летний мужчина у рабочих, раскапывающих котлован на улице Чистопольская в Казани. Сокровища, рассказали, нашли на месте будущего дома. Он не поверил им на слово, проверил монету у ювелира. Тот подтвердил, что она из золота. За бесценный клад, как позже сказал сотрудникам полиции, он отдал 150 тысяч рублей. И только спустя время убедился, что эти монеты действительно не имеют цены, то есть не стоит практически ничего. За задержанием кладоискателя наблюдал Айрат Назипов. Чтобы подсчитать точное количество монет, следственно-оперативной группе понадобилось около часа. Они были везде, начиная с багажника автомобиля, заканчивая карманами задержанных. Всего полицейские насчитали несколько сотен монет. То, что это подделка, было ясно всем. Однако поначалу задержанные якобы не понимали, за что их задержали, а о подделке монет ничего не знали. А монета не настоящая, что ли? Нет, это сувенир. Что это? Сувенир. В салоне иномарки на момент остановки находились 3 человека. Один из них рассказал, что в Казани они проездом, якобы везли сувениры в Самару. Но из-за поломки автомобиля им пришлось остаться в столице республики, после чего их задержали. Совсем другая версия была у стражи порядка. Оперативники установили, что 2 задержанных причастны к преступлению, которое было совершено несколько дней назад на улице Чистопольская. По версии правоохранителя, переодевшись в рабочие униформы, предполагаемые злоумышленники подошли к прохожему со словами, что нашли клад, хотели бы его продать, но не знает как и кому. Они пояснили, что во время проведения раскопки котлована обнаружили большое количество монет и хотели бы их продать. Вместе с заявителем они пошли к ювелиру, которому предъявили всего одну монету. Осмотрев денежный знак, специалист подтвердил, что он сделан из драгоценного металла. Узнав это, потерпевший согласился выкупить все остальные 183 золотых червонца у незнакомцев и заплатил за них 150 тысяч рублей. Вскоре мужчина понял, что купил подделки и обратился в полицию. Оперативникам удалось установить марку автомобиля торговцев. Спустя время Toyota Camry с московскими номерами задержали на проспекте Ямашева. После обыска автомобиля и изъятия монет всех 3 доставили в отдел полиции. Там они вспомнили, где взяли эти монеты. Какие монеты? Откуда вы эти монеты взяли? Баскетбол. Они никакой ценности не представляют, эти монеты. Составляет 30 рублей. 2 задержанных потерпевший опознал. Ими оказались 26-летний уроженец Астраханской области и 30-летний житель Калмыкии. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». А вы не признаете свою вину? Папа не признаю. Вскоре задержанным изберут меру пресечения. Полицейские предполагают, что жертвами подобного обмана могли стать и другие казанцы. Все, кто пострадал от действий задержанных, полицейские просят обращаться по телефонам, указанным на экране. Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, вызов 112.